то все отлично проходит. И сегодня у нас будет блиц. То есть решил поиграть с местными шахматистами. То есть, ну и получить удовольствие, то есть от блица. Сегодня будем играть молниеносную программу. $80 участников было, то есть да, массовый довольно турнир. Ну вот один гроссмейстер, да, который уверенно турнир выиграл, всех обыграл. Ну вот мне удалось стать вторым после него в прикольной борьбе в последнем туре, победив. Ну по молодым, да, видно, растут, играть становится тяжело, периодически наносят серьезные увесистые оплеухи. Вот, ну пока еще я стараюсь, держусь. Пока я чуть-чуть посильнее, как мне кажется. Но кто знает, что будет скоро. Турнир проходит в хорошей атмосфере. Безусловно, есть некоторые неожиданные результаты, некоторые ожидаемые, в принципе. Хочу отметить местных шахматистов, которые уже несколько раз отобрали очки у своих знаменитых, более именитых коллег, гроссмейстеров, мастеров. Вот, поэтому думаю, что завязка турнира вот только в самом начале. Вот сейчас будут ключевые партии. Вот 6-й тур, 7-й. Вот развязка уже будет скоро, но вот сейчас вот самые значимые, наверное, самые серьезные партии. Вот вся завязка происходит прямо вот сейчас. Мне очень здесь нравится. То есть сама по себе атмосфера, инвентарь, окружение, уровень соревнований на очень довольно высоком уровне. Также хочу отметить, что доступность самого турнира в плане, что здесь, насколько я помню, по-моему, вообще нет никаких взносов. То есть ты только доберись и, собственно, можешь играть. А также хочу отметить программу, очень обширная культурная программа. То есть помимо тренингов, помимо сеансов, помимо мастер-классов, семинаров, также были организованы экскурсионные программы, что добавляет, конечно, турниру, ставит турниру большой-большой плюс. Поэтому также очень интересная идея проводить турнир в музее. То есть само окружение очень сильно, я думаю, что влияет на шахматистов. То есть они, прогуливаясь между рядами, могут не только лицезреть партии, а также произведения художественные, изобразительного искусства, скульптуры. И это очень интересное решение. Так что спасибо музею, спасибо организаторам, что смогли организовать турнир в подобных условиях.